Ассаламу алейкум. Приветствую зрителей информационной программы «Неделя» в студии Ислам Ершов. И вот о чем мы расскажем сегодня. Укрепление связи между странами. Прошла встреча главы Чеченской Республики с чрезвычайным и полномочным послом Пакистана в России. Мы рады приветствовать вас навсегда. Чеченская Республика – это ваш второй дом. В любое время примем вас на высшем уровне. Начало Нового года по хиджре. В Чеченской Республике по этому случаю прошли религиозные мероприятия. Благотворительная акция к Новому году по хиджре от регионального общественного фонда имени Ахмата Хаджи Кадырова. Она охватила остро нуждающихся жителей региона. В Грозном прошла торжественная церемония вручения государственных наград Чеченской Республики бойцам, отличившимся в ходе специальной военной операции. Мероприятие посетил Рамзан Хаджи Кадыров, и приурочено оно было ко Дню России. Подробности смотрите далее. Главными героями мероприятия, посвященного Дню России, стали военнослужащие и сотрудники правоохранительных органов. Официальная часть церемонии началась с исполнения гимнов государства и Чеченской Республики. День России – это очень важный и значимый праздник для каждого гражданина, отмечает в своей речи Рамзан Хаджи Кадыров. Он поблагодарил собравшихся за их служение народу. Поздравляю вас с государственным праздником Днем России. Когда наша страна столкнулась с коварным врагом, вы в числе первых стали на защиту ее интересов и целостности. Каждый из вас внес свой вклад в проведение СВО и на деле доказал свою любовь к отчизне. Этот труд на самом высоком уровне отмечен президентом Российской Федерации Владимиром Владимировичем Путиным. Хочу вас поблагодарить, пожелать вам и всем нашим бойцам скорейшей победы, благополучия и мира. Указом президента России заместителю министра внутренних дел по Чеченской Республике Дени Айдамирову присвоено звание генерал-майора полиции. Указом президента Российской Федерации присвоено специальное звание генерала-майора полиции Айдамирову Дени Данильбековичу, заместителю министра внутренних дел по Чеченской Республике, начальнику полиции. Также в ходе мероприятия главе региона Рамзану Хаджи Кадырову и председателю правительства Магомеду Даудову были переданы почетные грамоты Министерства обороны России. Приказом министра обороны Российской Федерации за оказание содействия в решении задач, возложенных на вооруженные силы Российской Федерации, награждается почетной грамотой Министерства обороны Российской Федерации Кадыров Рамзан Ахматович, глава Чеченской Республики. И за оказание содействия в решении задач, возложенных на вооруженные силы Российской Федерации, награждается почетной грамотой Министерства обороны Российской Федерации Даудов Магомед Хожахмедович, председатель правительства Чеченской Республики. Министр обороны Российской Федерации Андрей Ремович Белоусов. Ряд сотрудников силовых ведомств удостоены высшего звания региона – Герой Чеченской Республики, среди которых и помощник главы Чеченской Республики, секретарь Совета безопасности субъекта Адам Кадыров. За выдающиеся заслуги перед государством, беззаветное служение народу, активную плодотворную деятельность, направленную на всестороннюю поддержку специальной военной операции, и в связи с Днем России присваивается звание Героя Чеченской Республики Кадырову Адаму Рамзановичу, секретарю Совета безопасности Чеченской Республики. Звание Героя Чеченской Республики также удостоены заместитель председателя правительства по силовому блоку Абузейт Висмурадов, министр внутренних дел Аслан Ирасханов, начальник управления Росгвардии по Чеченской Республике Шарип Делимханов и начальник управления госавтоинспекции МВД по региону Идрис Черхигов. Этого же звания удостоились некоторые командиры силовых подразделений республики. Руководство высоко отметило их профессионализм, мужество и вклад в эффективное выполнение боевых задач. Висмурадову Абузайду Джандаровичу, заместителю председателя правительства Чеченской Республики.
Ирасханову Аслану Салмановичу, генерал-лейтенанту полиции, министру внутренних дел по Чеченской Республике. Телимханову Шарипу Султановичу, генерал-лейтенанту, начальнику управления Федеральной службы войск Национальной гвардии Российской Федерации по Чеченской Республике. Черхигову Идрису Рамзановичу, подполковнику полиции, начальнику управления Госавтоинспекции МВД по Чеченской Республике. Как отмечают награжденные, подобное внимание со стороны руководства региона мотивирует на еще большие достижения. От рук главы Героя Чеченской Республики она командир фронта внимание, что оценить, что монахи асм аяга саятста желание было мотивация было. В разговоре с журналистами Рамзан Хаджикадыров поделился своим мнением насчет спецоперации. Он отметил, что дело должно быть доведено до конца. Если меня спросить, то мы должны забрать всю Украину. Украина как государство не должно существовать, потому что они сегодня стреляют по мирным жителям, по объектам ракетами. Это не банда какая-то, это государственные террористы. Сегодня там не действуют законы, если закон действовал бы там был бы президент, там нету президента, там нет органов власти. Шайтанов снабжают большинство стран мира. Россия борется с десятками странами и доказывает, что Россия всегда была сильная и мощная. И мы должны, если меня спросить, то не жалея ни Киев, ни другие Харьков, должны обстреливать высокоточными снарядами. И я думаю, что это время придет. Завершилась торжественная церемония награждения коллективным фото. Ислам Ершов, Турпал Алханов при содействии пресс-службы главы и правительства Чеченской Республики. Неделя. В Чеченской Республике состоялась встреча главы региона с чрезвычайным и полномочным послом Пакистана в России Файсалом Ниазом Тирмизи. В ходе встречи обсуждались вопросы гуманитарного и образовательного сотрудничества, включая обмен студентами между вузами двух стран. Стороны планируют заключить новые договоренности по различным направлениям. Смотрите далее в сюжете Седа Хасиевой. Встреча главы региона с чрезвычайным и полномочным послом Пакистана в России началась с теплого приветствия. Национальный лидер отметил, что высоко ценит дружественные отношения между странами. Уважаемый господин посол, я рад приветствовать вас в Чеченской Республике. Уверен, что наша встреча послужит дальнейшему укреплению связи между Россией и Пакистаном. Мы высоко ценим отношения между нашими странами. Благодарю вас за визит в Чеченскую Республику. Прошу передать президенту Асиф Али Зардари, братскому народу Пакистана, мои пожелания мира и процветания. Спасибо за внимание. Посол поддерживает связь и с заместителем председателя правительства, министром Чеченской Республики по национальной политике, внешним связям, печати информации Ахмедом Дудаевым. Об этом говорит сам Файсал Ниаз Тирмизи. Хочу сказать, что я большой почитатель вашей деятельности и также деятельности вашего отца. И вы знаете, что многие люди следят за вами, за вашей деятельностью в Пакистане. И я хочу сказать, что я планирую возвращаться в Чечню и хотел бы установить больше межправительственных контактов, межкультурных взаимодействия, взаимодействия между бизнесами и межличностного взаимодействия между людьми. Было бы хорошо. Я считаю, что это только начало. За последние 5 дней у меня было много взаимодействия с господином Ахмадом, и я надеюсь на дальнейшее плодотворное сотрудничество. Стороны обсудили вопросы гуманитарного и образовательного сотрудничества. В российских вузах обучаются больше 1000 студентов из Пакистана. Лидер делегации отмечает, что они заинтересованы в расширении обмена студентами с Чеченской Республикой. В настоящий момент 1300 студентов из Пакистана обучаются в Российской Федерации. Я хотела бы, чтобы большинство из них приехали учиться в Чеченскую Республику. И я также хотела бы, чтобы студенты из Пакистана приехали к нам учиться в наших университетах. Было бы хорошо. У нас есть филиал МГУ, ЧГУ, нефтяной, самый лучший, именно миллиончиков. По словам посла Пакистана, в Чеченской Республике он чувствует себя как дома и планирует периодически приезжать в регион. Больше всего его поразила уникальность природы и туристические возможности субъекта. И когда мы приземлялись, я видел прекрасные Кавказские горы, окруженные реками. Это была очень красивая картина. Когда я был маленьким, мы читали книги об истории, и мы читали историю об этом регионе, который играет важную роль в общей истории. Поэтому я очень рад наконец-то посетить Чечню. Могу уверить,
заверить вас, что это только начало. Мы рады приветствовать вас, но всегда. Чеченская республика – это ваш второй дом. В любое время примем вас на высшем уровне. У нас очень красивые горы, живая природа и культура у нас своеобразная. Поэтому ждем вас в любое время. Дальше делегация планирует посетить главные достопримечательности региона. В планах также заключить новые договоренности по разным направлениям. Рамзан Ахматович, широкая программа у посла намечена в плане обсуждения торгово-экономических связей, перспектив гуманитарного обмена. И тем более наш посол подчеркивает, что он большой любитель природы и наших памятников с посещением наших больших памятников, мечетей. Президенту слова благодарность, что вас отправил. Мы верим, что у нас будет тесное взаимодействие и крепкие отношения. Глава Чеченской Республики известен во всем мусульманском мире и пользуется огромным авторитетом. Он поддерживает дружественные отношения с лидерами исламских стран. Благодаря этому налажено сотрудничество в разных сферах. Седа Хасиева, Седамин Ибрагимов, Мансур Исмаилов при поддержке пресс-службы главы и правительства Чеченской Республики. Неделя. Вопросы эффективного использования земель и государственного имущества обсудили на рабочей встрече глава Чеченской Республики Рамзан Хаджи Кадыров и заместитель председателя правительства, министр сельского хозяйства Висхан Мацуев. Особое внимание уделили развитию сельских территорий, увеличению доходов бюджета и наведению порядка в земельной сфере. Детали расскажет Ломали Мусаев. В Чеченской Республике усиливают контроль за использованием земель и государственного имущества. Эти вопросы обсудили на рабочей встрече главы региона Рамзана Хаджи Кадырова с заместителем председателя правительства, министром сельского хозяйства Висханом Мацуевым. Самый сложный дом министерства, министр министерства управление успех. Уважаемый Рамзан Ахматович, благодаря вашему постоянному вниманию и активной поддержке, как в прошедшем, так и в текущем году Министерство имущественных и земельных отношений Чеченской Республики выполнена значительная работа по реализации приоритетных направлений, а также достигнуты положительные результаты и улучшены показатели эффективности работы ведомства. Рамзан Ахматович, по договорам аренды заключено 300 договоров аренды земельного участка общей площадью 12 тысяч гектаров. Заключено 67 договоров аренды недвижимого имущества на 174 объекта общей площадью 64 тысячи квадратных метров. Расположен на 78 земельных участках площадью 654 гектаров. Расторгнуто 150 договоров аренды земельного участка на общую площадь 5609 гектаров. Указанная площадь земельного участка возвращена казну Чеченской Республики. Рамзан Ахматович, хотел участок, что дает того, что арен хавит целат лилат дешолт, лилса дешолат, что обратно казну возвращать, и лилу дольчун далуш аву бурбеш. Особое внимание на встрече уделили развитию сельских территорий. По поручению главы республики продолжается выделение земель для выпаса общественного скота. Кроме того, ведется работа по оформлению мелиоративных объектов и приведению в порядок государственного имущества. Рамзан Ахматович, я поручение, мы соревнования, на масуерчиках, на масана, цанши, баждала, баждаджу, метхлит, эстиавой, бо, бештон, дабючпон. Соответственно, вашим поручением, уважаемый Рамзан Ахматович, Министерством по координации Министерства сельского хозяйства Чеченской Республики проводится работа по выделению сельским поселениям Республики земельного участка под выпас общественного скота. Площадь земель, выделенных под выпас общественного скота на 01.05.2025 года составляла 17 577 гектаров. На сегодняшний день Рамзан Ахматович, Бог, Барбан, 82 524 гектаров. Выпас общественного скота, пока Бог, когда добьешь, Рамзан Ахматович, работа будет продолжена. Ведется работа по разделе земельного участка, расположенного под объектами мелиоративных сетей в количестве 292 единиц для последующей передачи в аренду. Канал, что лечь, они паляш лилвачана, шечактольш, канал, что по закону шей, канал шей, толчактольш, шей латин шей, между один халдиеш, если або абеш. Отдельное внимание уделили доходам бюджета. Ведомство усилило работу по взысканию долгов с арендаторов, продолжает цифровизацию земельного фонда и внедряет современные системы учета. Рамзан Ахматович, вкратце, Бог поручение синта, именно Министерство имущества земельных отношений, хал направлению, ахду хармаллара, так район шках, главш район читабуич бо хановода осалтин уэм бо проблемят, так масуа вора, энцат механизм старопольский край цин тигайол мизотин хауса общая программа уэн баз о юкцар юкяхан иза уэн ночи чая уишу баз инчулдя, уэ любой кардидек ягмаветна кайпатя.
يحنقعدوا ميشعدوا أرندا ترميلو ميلخانيو تنقع إن رزقليشين نلا مصوتهم تياتي بكتاعش عم بازيش كزنا شدال دات سو إنقويت بش إسباجامايو ويحيز وش دام وعستعبوا بيشلو رمزان دي غدار حين لواسين دابولين بو проверкшин زوي خيريون شقيلا إزنيخ وتيستي чемтаин тикношук переводинаю лач таин такцари وتعنا وصليش إزلاو شوينا переводич муниципальный бюджете сан поступление школов республиканский бюджете поступление школов цара استعونا وصليش а поручение сейчас когда дабол бар Рамзан Ахматович ой чекял проверка Сирноводский Эчкомартанский Урус-Мартаночки Натерицкий Наурский Грозинский район Шелковский район Шалинский Курчаловский чекял Исан район Рамзан Ахматович работаю, когда проверка даю, а общий массив района 1198 изменений вариант замены участка и шлячер, а если поручение, когда было бы. Говорю, хадишь что, все документы, что все хлопоездят договор, что что поручение, да, официально дон, массага да босс, дон, главное спальное образование, что все интересы, все те, что цыган для юж давал, это не валдо, так с вами авиация, что кормится, что то, что бывает, иначе двое чинат, а землецина холчина, дома, иначе оформить дождь, да, сан компенсация хасис, шах, да, мы че, лучше сам все обесценить, давать грубо нарушение юд, или четко до, дон хакер, глава район, с поручение юд, шугар, полчек, мубак, без цен, объяснить, бак, без калер, да, до чем да, вы вещь, вы уши беш, бюджетен уши беш, вы вещь, вы волнисты барбандош, хорма подгод нисты барбандош, она, вы до кучи бюджетен, есть, сундел, если я проверка не сибули, цад, брат, свет, дочь, чекая из, а индеклад, я до куда дишь, что румшаш, дишь, но когда поручение, что дишь, дочь, сейчас находить, дишь, выявлять, дишь, исконять, дишь, что надо, что он бэклдерит, да, самона, она уж надо, диабетки, По итогам встречи Рамзан Хаджи Кадыров поручил обеспечить законное использование каждого земельного участка и полностью оформить все необходимые документы. Ломали Мусаю и Ибрагим Батаев при поддержке пресс-службы главы и правительства Чеченской Республики «Неделя». В Чеченской Республике отметили наступление нового 1448 года по хиджре. В мечетях региона прошли коллективные молитвы и религиозные мероприятия. Верующие просили у Всевышнего мира, благополучия и милости, а богословы напомнили о духовном значении этого дня. Обо всем подробно смотрите далее. Наступил первый день месяца Мухаррама, начало Нового года по исламскому календарю. Для мусульман это особая дата. По случаю этого верующие собрались в мечети, чтобы совершить коллективный намаз и другие религиозные обряды, такие как зикр и маулид. Верующие возносили дуа о мире, благополучии и милости Всевышнего. Особое внимание уделили духовному смыслу наступившего месяца. Советник главы Чеченской Республики муфти Салах Хаджи Межиев поздравил жителей республики с наступлением Нового года по хиджре. Он подчеркнул важность укрепления веры и сохранения религиозных ценностей. كان حلقة دادو وزغل وجه الله دالا بركة عشرين خيل وينا الهجر حدولو كرل شو إمل يوشو زام وزغل وجه الله دالا يوش تبوش بالمسو بال سيغتم هاي غلازر بيتن بغاتوش تبينا دعايبش وي باتشا رمضان حج سنديوزول وي موخ وي قام أوكراين موخ قعيكش بول وي وجري بنيشي دال عالش بول دال Новый год по исламскому календарю верующие встретили молитвами и добрыми пожеланиями. Этот день стал напоминанием о важности веры и добрых дел. Пайгамбар алейхиссалату вассалам хиджрат дин чолтиха Макка мединати даван чолтиха цайзар ди'бе шост бархол шотиқечи هر كل شرطة بوصل نتاري هنجها ويدرجة برجة بوصل نعدال ديقل دول دال هر كل دي عندولشة كل بركة دوش كل رزق دوش كل بقى بوصل شنال بيدا باش دوائتيل دال ويشادش ديقل دول دي رزق المسان. Религиозные мероприятия, посвященные наступлению Нового года по хиджре, прошли во всех районах Чеченской Республики. Верующие собирались в мечетях для совместных молитв и зикров. По традиции они просили у Всевышнего мира и благополучия для всех мусульман.
Наступление 1448 года по хиджре стало напоминанием о духовных ценностях ислама и традициях, которые объединяют мусульман на протяжении всего времени. Ломали Мусаев, Юсуп Ажиев, Мансур Исмаилов. Неделя. В Хасавюрте прошел 23-й всероссийский конкурс молодых алимов и хафизов. Он стал площадкой для демонстрации знаний в области исламских наук, чтения священного Корана и правильного совершения молитвы. В масштабном мероприятии приняли участие 123 участника из различных субъектов России. Чеченскую республику представляли более 40 муталимов. Детали в сюжете Седы Хасиевой. Хивз – чтение Корана наизусть – это одно из 3 направлений в состязании среди участников 23-го всероссийского конкурса молодых алимов и хафизов. Ребята долго готовились к финальному соревнованию, пройдя перед этим отборочный этап. Оценить и выбрать лучшего среди них – задача не из легких, отмечает один из членов жюри. От тебя зависит, скажем так, судьба первого места. Одна твоя невнимательность или же один твой отвлеченный взгляд уже может решить судьбу всего этого, потому что оценки идут очень близко и рядом. И представьте себе 12 участников, когда они выступают, сколько нужно внимания со стороны жюри. Площадка Хасавюртовского исламского университета имени Саидбека Даитова объединила 123 участника из различных субъектов страны и стала местом для демонстрации знаний в области исламских наук, чтения священного Корана и правильного совершения обрядов намаза. Конкурсы подобного характера прививают у молодых мусульман любовь к исламу, стимулируют получать и использовать религиозные знания повсеместно. Участие в таких мероприятиях открывает новые возможности. Так победители конкурса смогут в будущем стать имамами мечетей. В мероприятии приняли участие почетные гости, среди которых и представители духовенства из других регионов России. Так как ты являешься обладателем Корана, ты должен стать причиной его распространение, как говорит Аллах, распространение религии, не просто сидеть и сказать: о, Аллах взял на себя распространение религии, при чем тут я? Нет, ты должен быть причиной, потому что ты обладатель, ты берешь это на себя, эту ответственность, и должен стать тем звеном, которое передает эту религию следующим поколениям. Организаторами конкурса выступили Исламский университет имени Саидбека Даитова и торговый дом Киргу. Дай Аллах, чтобы такие конкурсы проводились побольше. Кто участвует в этих конкурсах, они уже выбрали для себя, сделали выбор, выбрали этот путь. Пусть Аллах нам и всем им даст Аллах тауфик последующим продолжить это благое дело. На будущее, по крайней мере, у нас, иншаллах, намерение, что этот конкурс будет проводиться ежегодно, пока планы такие. И, конечно же, желаем, чтобы такие же конкурсы проводились и в других регионах, и в других университетах. Это желание остается. Принимают участие в конкурсе и мутаалимы из Чеченской Республики. Они продемонстрировали высокий уровень знаний и подготовки. Все призовые места в номинации «Хивз» заняли ученики чеченских религиозных учреждений. Учащийся школы хафизов имени Зелимхана Кадырова в селении Ахматюрт Билал Магомадов забрал 1-е место и получил главный приз – автомобиль «Лада Гранта». سويتان كونكورس يقابش هو كونكورس يقاطع لدروات المصوديكي دوشة تجوديكي يجوليش ديكي بر الحمد لله تمسا نقاش حلامت كاقر قاجبل جوس مقدالو خزاخيت داديان سبيقان بولمسان. Наши хафизы регулярно принимают участие во всех всероссийских конкурсах, становятся призерами, победителями. Помимо этого, принимают участие на всероссийских, то есть на международных конкурсах, тоже часто становятся победителями и призерами школы хафизов. Это, несомненно, для нас большая гордость и большая честь. Для духовного развития молодежи в Чеченской Республике функционируют 11 школ хафизов, где обучаются более 1000 мутаалимов. А участие в таких мероприятиях – отличный способ проверить свои знания. Седа Хасиева, Саидамин Ибрагимов, Мансур Исмаилов. Неделя. В
преддверии Нового года по хиджре в Чеченской Республике стартовала масштабная благотворительная акция. Ее организовал региональный общественный фонд имени первого президента Чеченской Республики, Героя России Ахмата Хаджи Кадырова. Остро нуждающиеся жители региона получили продуктовые наборы. Детали в сюжете Седы Хасиевой. Региональный общественный фонд имени первого президента Чеченской Республики, Героя России Ахмата Хаджи Кадырова регулярно проводит финансовую, продовольственную и социальную помощь. На этот раз в разных районах региона будет роздано 42 тысячи кур и более 100 тысяч буханок хлеба. С раннего утра волонтеры фонда осуществляют доставку продовольственных наборов в разные районы региона. Списки получателей были сформированы заранее, что позволило обеспечить бесперебойную доставку. Организована благотворительная акция в связи с наступлением нового 1448 года по хиджре. К акции были привлечены представители местных администраций. Это хорошая поддержка от фонда. Мы очень благодарны. Продуктовые наборы доставлены малоимущим и остро нуждающимся жителям, семьям участников специальной военной операции, а также гражданам с ограниченными возможностями здоровья. Каждый раз хаич. Büyüse yalahtun haluşar kenti bu. Deriz kana khuyul. Mus çuman tun lehçukar. دايالي حتى ياخذهم بعد قال اسمه داري ألش ديريز خيل دال ساغيل بزندير دال إيش مدول بزندير. سخسخة فوندو помощь лушу. عور بطع نقع شوزة даже не слуша хول. الله ريز хол داخ مالله чуна. Региональный общественный фонд регулярно проводит благотворительные акции. Помощь доставляется жителям как Чеченской Республики, так и нуждающимся из других регионов. Седа Хасиева, Юсуп Эжиев, Ибрагим Батаев. Неделя. В Грозном прошел региональный бизнес-форум «Экосистема роста и развития». В нем приняли участие около 300 представителей различных направлений предпринимательства. Они смогли поделиться бесценным опытом друг с другом, расширить деловые связи и получить полезные знания из выступлений спикеров. Масштабное событие посетили почетные гости в лице руководителей органов государственного управления. Организатором мероприятия выступил Центр развития предпринимательства «Единство». В текущих экономических условиях это очень важно, чтобы люди умели контролировать свои личные деньги, свои деньги в бизнесе, чтобы не закрыться, потому что налоговое давление, другие факторы, которые негативно влияют на бизнес, могут привести к тому, что бизнес закроется, если неправильно распоряжаться своими деньгами. Соответственно, исходя из своего опыта, я сегодня буду рассказывать о том, как правильно распоряжаться своими деньгами. В Чеченской Республике представили визуальные материалы информационно-разъяснительной кампании к выборам 2026 года. Разработаны логотип и брендбук для двух направлений – выборов главы региона и избрания депутатов парламента. В основу дизайна легли ключевые символы субъекта – силуэт мечети сердца Чечни и здание парламента. Визуальный стиль будет использоваться в наружной рекламе, презентациях и сувенирной продукции. По мнению сотрудников избирательной комиссии, такой подход обеспечит единство оформления, сделав кампанию узнаваемой и понятной для жителей республики. Выборы главы для нас, для республики, очень важны. От них зависит дальнейшее экономическое развитие республики и дальнейшее процветание республики. От выборов законодательного совета зависит реализация новых законопроектов, чтобы нормативно-правовая база республики тоже усовершенствовалась. И поэтому сегодня мы провели презентацию брендбуков на выборах. Уникальная рукопись, содержащая 3 поэмы народного писателя Чеченской Республики Асламбека Тугузова «Шейх Мансур», «Алибек Хаджи» и «Кинжальный бой» нашла нового владельца. Заместитель председателя парламента региона Аднан Нагаев ранее анонсировал новость о предстоящем аукционе. Она привлекла внимание литературного сообщества не только чеченского субъекта, но и за его пределами. В ходе торгов она была продана за 1 миллион рублей. Ее приобрел московский предприниматель и меценат Алексей Ефремов. Купленный сборник произведений он решил передать литературно-краеведческому музею Национальной библиотеки Чеченской Республики имени Абузара Айдамирова. Я узнал рукописи на сайте Грозное.инфо и вот после этого решил ее приобрести. Я просто знаю
Асланбека, его труд, да, и как бы его подход. Я знаю, что это штучный такой экземпляр, которого больше нет и не будет. Поэтому, не раздумывая, решил приобрести его. Мы решили объявить такой аукцион, что продается рукопись нашего гениального автора, поэта Асланбека Тугузова. И когда вот назначаешь такую цену и выставляешь работу, это сразу становится информационной бомбой, привлекает внимание. Я считаю, что сегодня мы должны привлекать внимание, в первую очередь, к нашим лучшим представителям, писателям, поэтам, духовным нашим лицам, которые чему-то учат хорошему, производят, потому что продукт, который ценится везде, его нужно, чтобы знали все, они несут культуру и свет в народ. В Национальной библиотеке Чеченской Республики открылась выставка, посвященная искусству истангов. Посетителям представили как исторические, так и современные работы, а мастера рассказали о традициях, технике исполнения и значении этого вида искусства. Лиана Хаджиева продолжит. В Национальной библиотеке состоялась увлекательная выставка, посвященная искусству истангов, как исторических, так и современных. Мероприятие собрало множество гостей, среди которых были и опытные мастера, и любители этого уникального вида искусства. И вот цунаха сайкудалурдатия алхажиолела шейток чарадуинда истангшда юолелас духар диндеш сайқи хахта идица гайта та иа гусаца хилат сонде эйс идол даритер сони халадар духа долчна хинс долштолч хейлях датер стин дол истангш. Посетители имели возможность не только полюбоваться экспонатами, но и пообщаться с мастерами, которые делились своим опытом и техниками. Элементы выставки, в том числе и редкие исторические истанги, они привлекли особое внимание. Тут собраны истанги со всех уголков Чеченской Республики. Некоторым из них более 100 лет. Вот этот, например, имеет большую историю. Мастер Чентаева Умайсат забрала его в Казахстан при выселении, потом вернула. И все это время он хранился у ее родной дочери. Гости отметили, что каждая работа несет в себе определенную историю и философию, что делает искусство истангов особенно привлекательным. از جو دیز خل دل خل شخله از پیانخ تیان خلر هاش ویچ دات اش هایشان دات кюкшкел ишдац риллахловой эзир шаришка хадаш. Мы узнали про выставку и пришли сюда в гости посмотреть в Национальной библиотеке и не только. Вот Союз художников сколько выставок проводит. Это очень сегодня необходимо. То есть сохранение нашей истории, продвижение нашей истории, культурных составляющих, традиций, и особенно родного языка и национальное ремесло. Во всей каждом этом узоре есть смысл. И мы при помощи наших мастеров, которые сегодня предоставили нам данные работы, мы должны это передавать нашему подрастающему поколению. Такое мероприятие подчеркивает важность сохранения культурного наследия и способно привлечь внимание к искусству, которое продолжает развиваться и вдохновлять новые поколения. Лиана Хаджиева, Сейд Амин Ибрагимов, Ибрагим Батаев. Неделя. В Чеченском государственном педагогическом университете прошла конференция национальных литератур народов Северного Кавказа, Юга России и Крыма. Участники конференции, среди которых были писатели и переводчики из 12 регионов, обсуждали современное состояние литератур, вопросы перевода и издания книг на национальных языках. Поднимались темы поддержки молодых авторов и сохранения культурного наследия. В результате конференции было решено издать серию альманахов, которые представят национальные литературы. Участники подчеркнули важность поддержки и развития этого направления, а также необходимость сохранения языкового многообразия и культурного единства. Мероприятие приурочено к 75-й годовщине со дня рождения первого президента Чеченской Республики и ко Дню единства народов. Литература – это отражение духовности общества.
и осознание духовности. Человек, читающий, всегда будет смотреться выигрышнее, чем человек, который не читал. При том, что по своим нравственным качествам читающие люди очень добры, хороши. Но литература помогает не только тем, кто пишет, творчески самовыражаться. Литература помогает другим услышать то, чем они сами живут, болеют, но не могут так написать, сказать. Это были все новости к этому часу. Спасибо, что были с нами, и до встречи.